Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Дашагузе уничтожили тугайный лес ради строительства элитных коттеджей. Из-за застройщиков Дашагуз остался без уникальной растительности Мирзабаш-Токая, тугайного леса на западной окраине города. На его месте два предпринимателя, дети некогда влиятельных в вилаяте людей, построили элитный коттеджный поселок. Сначала строители пустили под топор деревья и кустарники, за что получили штраф, но потом они, благодаря коррупции и связям, все же добились разрешения от Хакимлика и Министерства охраны окружающей среды вырубать Мирзабаш-Токай. Территория этого тугайного леса была в прошлом веке своего рода достопримечательностью. Тут росли деревья и кустарники, которым нужна особая экосистема, характерная для пойм центральноазиатских рек, низовий Амударьи, в частности тут, на берегу канала Шават, рос азиатский тополь. Мирзабашинские тугаи были таким же популярным местом отдыха, как, наверное, местечко Фирюза у ашхабадцев в 60-90-х годах. В Мирзабаше детский лагерь «Чайка» каждое лето собирал сотни ребят. К концу 90-х территория тугаев была уже почти заброшена, но тут все еще проводил летнюю смену детский экологический клуб под началом профессиональных экологов и американских волонтеров из Корпуса мира. После их последней смены других лагерей или мероприятий в Мирзабаш-Токая больше не было. Отсутствие людского внимания не пошло лесу на пользу. Территория оставалась на балансе лесного хозяйства, но его сменяющиеся руководители равнодушно взирали на то, как шло засоление почвы, а сами деревья высыхали и умирали. К началу 10-х годов от леса, по словам экологов, почти ничего не осталось. Пару лет назад на участок позарились захватчики Мердан Аддаев и Улугбек Машарипов. Уникальная экосистема их не интересовала, им нужна была земля, а тополя и другую растительность они пустили под топор. За самовольную вырубку на них наложили штраф, причем не такой и большой, меньше 100 тысяч манатов. Но штраф не остановил предпринимателей, просто теперь они решили действовать наверняка и прикрыться документами. Именно прикрыться, то есть получить их не по закону и справедливости, а за крупные взятки. Первым делом они добились того, что Дашагузский лесхоз снял тугай со своего баланса. С отказным письмом от лесхоза предприниматели получили разрешение на строительство от Хакима Шабатского этрапа и Министерства охраны окружающей среды. Бизнесмены поделили между собой территорию и начали готовить участки под возведение элитных коттеджей. В общей сложности они построили более 121 и двухэтажных домов. При этом расходы на землю каждый потенциальный домовладелец оплачивает сам в размере от 70 до 100 тысяч манатов или от 3,5 до 5100 долларов. Цена зависит от статуса покупателя и посредника, через которого он вышел на Аддаева и Машарипова. Даже с такими расценками желающих купить коттедж нашлось предостаточно, а бизнесмены не только легко и быстро отбили уплаченный штраф, но и хорошо наживаются на продаже участков и непосредственно домов. И тут самое время рассказать об этой парочке подробнее. Мердан Аддаев владеет компанией Имарат Гурлышик. Его отец Байрам Дурды Аддаев был хакимом Куняургенчского этрапа, до этого генеральным директором вилаятского объединения «Азык», в состав которого входили маслоэкспеллерный, молочно-маслодельный заводы и мясокомбинат. Помимо строительного бизнеса, Аддаев-младший владеет крупным дихканским хозяйством Улы-Инам, на балансе которого десятки гектаров плодородной земли, вот совпадение. Куняургенческом этрапе. На этих землях он выращивает различные культуры для сотен голов крупного рогатого скота. Улугбек Машарипов владеет строительной компанией «Туркмен Гурлушик Инженери», а его отец Кемал Машарипов в разные годы управлял строительным трестом «Ташаустрой». Занимал должность хакима города Дашагуза, а в конце карьеры управлял усадьбой Шамульки тогдашнего президента Сапар-Мурата Ниязова. Наследство влиятельных папаш в этом случае это не только деньги, ценности и недвижимость. Куда важнее их связи и поддержка людей во власти, а представители этой власти, по сообщению источника Туркмен Ньюс, в одном из силовых ведомств вилаята, находятся на самых высоких постах, вплоть до кабинета министров. Именно этой частью наследства и воспользовались и продолжают пользоваться Аддаев и Машарипов. Если же надо решить вопрос без проволочек и ожидания, пока освободится нужный покровитель, всегда можно просто кого-то подкупить. Тогда в ход идет давным-давно сколоченный отцами и умноженный детьми капитал. В последние десятилетия землю на севере страны захватывают повсеместно, и в вилаятском центре, и в этрапах.
За взятки жадные чиновники распродают все, на что кладут глаз частники с набитыми карманами, даже городские парки и скверы. Участки, которые важны для чистоты воздуха, устойчивости экосистем, отдыха обычных граждан, хаотично застраиваются. Вырастают, и часто некачественные, жилые дома, магазины, банкетные залы. Само государство уже практически ничего не строит, не разрабатывает никаких полезных объектов. Все отдано на откуп таких вот Аддаевых и Машариповых. Источники в вилаяте утверждают, что богачи обеспечили элитными домами и себя, и своих детей, и даже любовниц, но все равно продолжают покупать, впрок так сказать. Простым жителям Дашагуза, а тем более сельчанам, нужно работать несколько жизней, чтобы вложиться в подобные участки. Их многолетних накоплений едва хватает на одно-двухкомнатные квартиры площадью 18-32 квадратных метров в панельных домах. Но чтобы получить хотя бы такое жилье, нужно кроме его стоимости подготовить взятку, например, на кредит в банке. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.